Ну что ж, в суде с вами Лариса Волошина. Это тема дня. Мы вечерний блок. Мы начинаем с вами говорить на очень серьезную тему. Речь идет о Олеге Приходько, о крымском активисте. Я напоминаю вам, что вы можете связаться с нами, звонить нам в студию по телефону 8 810 06 926. Это телефон для жителей Крыма, для жителей материковой Украины телефон 044 490 2905. Задавайте свои вопросы. Также можно смотреть наши трансляции на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии и комментировать нашу тему. Итак, в чем суть вопроса? Сегодня проукраинский активист. Сегодня стало известно, что проукраинский активист из САК Олег Приходько останется под стражей в СИЗО Симферополя до 10 октября. Такое решение принял подконтрольной России Верховный суд Крыма, отклонив апелляционную жалобу защиты Приходько на арест. Напоминаю, что 9 октября 2019 года ФСБ обвинили крымчанина, провели обыск у крымчанина Олега Приходько дома, и впоследствии 28 октября он был обвинен в подготовке террористического акта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Итак, как расценивать арест активиста, как переживает произошедшее его семья и как развивается дальше его дело. Вот об этом мы и будем говорить с вами сегодня. С нами на связи есть уже первый наш гость, Искандер Ганиев, журналист. Здравствуйте, Искандер. Добрый вечер, студия. Добрый вечер. Вот вы сегодня присутствовали на этом суде, насколько я понимаю. Да, именно так. Мне сегодня довелось быть на суде, на апелляционном суде по Приходько. Как проходило само заседание? Ну, собственно говоря, наверное, самое главное, это то, что оно началось с опозданием, почти 3 часа была задержка в начале, и Приходько, собственно, принимал участие в заседании вместе со своим адвокатом из следственного изолятора Симферополя по видеоконференц-связи. А в зале присутствовали его жена, дочь и племянница, ну и близкие родственники. То есть больше людей не было, совсем немного? Нет, кроме родственников еще, конечно, пришли активисты, которые из числа крымских татар, которые часто приходят и поддерживают людей на политически мотивированных судах. Также пришли представители Украинского культурного центра. Извиняюсь. Искандер, а вот по вашему впечатлению, насколько суд был расположен слушать аргументацию защиты? Я не могу давать оценку действиям суда, но скажу, что ни одно из ходатайств стороны защиты суд не удовлетворил и не принял во внимание, и то есть оставил все в силе, решение суда первой инстанции в силе. Еще один вопрос. Как чувствует себя, как выглядит Олег Приходько? Потому что были сообщения, что ему не передают в изолятор лекарства. Со слов родственников мне стало сегодня известно то, что все-таки удалось передать необходимые лекарства ему в следственный изолятор, он получил необходимые лекарства. Сегодня в судебном заседании Олег Аркадьевич довольно активно принимал участие, он даже выступил с заявлением, что категорически отрицает причастность к его преступлениям и считает его дело политически мотивированным и говорит, что его преследуют за его политическую позицию. Еще один вопрос. Как реагировал судья на подобные заявления? Судья сделал одно замечание Олегу Приходько, но его это не остановило. Он продолжал выступать со своими репликами в суде. Он давал свою субъективную оценку действиям судей и самому следствию. Также сторона защиты сегодня подала жалобу, в которой высказала свою позицию по данному делу. Скажите, а когда вы общались с родственниками, вы же общались с людьми в кулуарах, как люди оценивают то, что происходит? Жена и дочь Олега Приходько, они в который раз повторяют, что это дело политически мотивировано, и они настаивают на том, что их отца и мужа, соответственно, преследуют только за его политическую позицию. Также например, сегодня в суде Олег Аркадьевич сказал, что
после 2014 года на него оказывалось давление со стороны силовиков. Неоднократно у него в доме и в гараже проводились обыски, обследования. Тогда сотрудники силовых структур ничего не находили, но они недвусмысленно намекали ему о том, чтобы он покинул территорию Крыма. Это говорил сам Олег Приходько. То есть это говорилось прямо на суде? Да, это была реплика, которую Олег Приходько взял и говорил об этом на суде. Были ли сегодня заслушаны какие-то материалы дела, какие-то подробности, которые могут уже позволить нам судить о юридической стороне вопроса? Но сегодня адвокат Олега Приходько Назим Шейхмамбетов подавал ходатайство об исключении некоторых материалов дела из производства, потому что, по мнению стороны защиты, на основании этих материалов суд избрал меру пресечения в виде содержания под арестом. Но, опять же, по словам адвоката, данные материалы, они были получены с нарушением и не могут, согласно закону, быть в деле. Спасибо большое. С нами на связи был Эскандер Ганиев, журналист, который присутствовал непосредственно на суде в отношении Олега Приходько, а наши редактора связались с супругой Олега Аркадьевича, и давайте послушаем, как она комментирует состояние мужа и то рассказывает о том, когда она общалась с ним в последний раз. Мы сегодня были в СИЗО, передачу передавали. Общаться мы с ним не общались. Сейчас вот вышли из зала суда по видеоконференции. Мы немножко его увидели и помахали рукой. Он нас увидел. Что самочувствие, как вроде говорит адвокат, неплохое. Все, что ему нужно, мы передаем. Лекарства ему дали, говорит. В течение недели их ему вообще не предоставляли. Только после жалобы адвоката ему просто принесли. Никаких связей, никаких предложений, ничего, никаких вообще. Тишина. Ну что ж, и еще у нас есть одно сообщение от Людмилы Приходько. Она рассказала о своем видении, за что мог быть арестован ее муж. Ну вот за его несгибаемую эту позицию, политическую позицию. Вот они его преследовали еще с самого начала за это. Ну, не то, что он был прям каким-то политическим деятелем. У него была своя позиция по этому поводу, по всей политической ситуации в Крыму и на Украине, и своя политическая позиция. Он ее просто отстаивал. Поэтому они его постоянно дергали на допросы, на опросы, на беседы какие-то. Но он стоял на своем. Да, еще даже при Украине, когда Крым был в составе Украины, еще силовики тоже преследовали, потому что он был организацией «Свобода». Ну, их тоже частенько тоже дергали на допросы, и обыски были, и раза 3 или 4 даже при Украине было. А когда при России уже это все продолжилось, но только уже в жесткой форме получается. И привело к такому вот результату. Он также в той же позиции держится, на том же и стоит. Получается. Сегодня мы ему просто такие поддерживающие письма, через адвоката передали поддерживающее письмо. Он доволен. Сейчас он еще больше, получается, это держит свою позицию, потому что чувствует, что внимание привлечено, и он отстаивает это как только может. Это была Людмила Приходько, супруга Олега Приходько. А мы уже готовы поговорить с нашим следующим спикером. У нас на связи Назим Шейхмамбетов, адвокат Олега Аркадьевича. Здравствуйте, Назим. Добрый вечер. Вот только что мы говорили с господином Ганиевым, он присутствовал на судебном заседании сегодня, и он говорит, что ни одно из ходатайств защиты не было удовлетворено. Как вы оцениваете ход сегодняшнего суда? Да, к сожалению, на протяжении последних 5 лет судебные заседания в Крыму демонстрируют завидную стабильность.
в части отказа в удовлетворении ходатайств с стороны защиты и с обратной стороны удовлетворения ходатайств со стороны сотрудников силовых структур, в частности ФСБ. Сегодняшнее заседание не было исключением. Нами было аргументированно, обоснованно подана апелляционная жалоба, которая, на наш взгляд, в принципе, обоснованно показала, что наш подзащитный Олег Аркадьевич, в принципе, не может содержаться в следственном изоляторе, и, в принципе, уголовное дело, возбужденное в отношении него, оно не выдерживает никакой критики. И сегодняшние ходатайства, в том числе об исключении ряда документов, которые следствием было приобщено в качестве обоснования необходимости заключения под стражу, мы также обосновали, однако суд сказал в его удовлетворении. Что это были за документы? Мы, в частности, одно из таких ходатайств, которые мы подали, это об исключении, протокола обследования, которое проводилось в гараже Олега Аркадьевича. Дело в том, что в рамках национального законодательства, когда такое обследование проходит по постановлению не суда, как это было в случае с Олегом Аркадьевичем, а по постановлению руководителя следственного органа, это заместитель руководителя ФСБ Крыма, они должны были в течение 2 суток, 48 часов получить санкцию суда. Однако таких документов в суд представлено не было. Соответственно, эти протоколы и, как следствие, изъятые вещи, они, по сути, на данный момент у нас нет доказательств, что они были законным образом изъяты и вообще приобщены. Мы ходатайствовали, собственно, об исключении этих документов. Однако суд отказал. Также есть сообщение о том, что вы намерены подать жалобу на то, что происходило сегодня в судебном заседании. Сегодня это была уже апелляционная инстанция, и Европейский суд по правам человека считает, что дальнейшее обжалование, оно неэффективное средство защиты. Поэтому мы все свое дело выстраиваем так или иначе с прицелом на международные институты судебные, поскольку, к сожалению, в рамках действующего в Крыму законодательства добиться справедливости и оправдания пока не представляется возможным, к сожалению. Планируете ли вы подавать в ЕСПЧ, в Европейский суд по правам человека? Да, безусловно. Мы уже готовим документы, собираем процессуальные доказательства и периодически системно будем обращаться и в Европейский суд, и в комитеты ООН, и другие процедуры ООН использовать для того, чтобы обоснованно доказывать свою правоту Олега Аркадьевича. Спасибо, Назим. С нами на связи был Назим Шейхмамбетов, адвокат Олега Приходько. Я напомню, что Олег Приходько был задержан 9 октября, у него дома прошел обыск. Как сообщала подконтрольная России силовики, в гараже были изъяты некие предметы. После этого уже происходило следствие, были проведены ряд экспертиз, и вот 28 октября российская ФСБ предъявила обвинение Олегу Приходько в подготовке к террористическому акту и незаконному изготовлению взрывчатых веществ. По сообщению российских силовиков, Олег Приходько они обвиняют его в том, что он планировал подорвать административное здание в городе Саки. И вот сегодня состоялся апелляционный суд. Подконтрольный России Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу защиты на арест Олега Приходько. И, как мы слышали, ни одно из ходатайств защиты не было удовлетворено, и ни об одном из исключений, о котором просила защита, документов из хода дела в связи с тем, что они были получены в ненадлежащей процедуре, все это тоже суд отклонил. А с нами на связи Владимир Балух, крымчанин, бывший политузник. Здравствуйте, Владимир. Вечер добрый. Вопрос к вам о том, что происходит сейчас с Олегом Приходько. По сообщению, по мнению самого Олега Приходько, это расправа, это преследование за позицию. При этом мы видим, что уголовное дело против него, обвинение
очень серьезные. На ваш взгляд, с чем можно объяснить вот именно такое обвинение в попытке подрыва адміністративного здання? Ну, ми маємо розуміти, з ким маємо справу. Насправді. Це таке утворення, яке називає себе державним утворенням, цей кремлівський режим. Ну, я навіть не знаю, чи я зараз буду спроможний віднайти потрібні слова для того, щоб якомога краще донести свою думку. Але менше з цим. Дивіться, це такий конгломерат, створений виключно за однієї мети. За мети, що ті, хто знаходяться при владі, це боги. Боги, які мають право на те, щоб розпоряджатись судьбами людськими, використовувати людські судьби виключно за своєю потребою. Розумієте? І тому тут для мене особисто нема нічого дивного. Я це все проходив. От так само, як зараз Олег. Єдине, що мене дуже бентежить, різниця у віці, бо я, зрештою, трохи молодша людина, ніж Олег. І якось мені, я вважаю, що легше було витримати оце все. Мы напоминаем, что Олегу Приходько 61 год, он пенсионер. Так. Саме з цього приводу я це і зауважив. Але я не знаю, якщо комусь треба почути мою думку, я їй скажу. Ну, от цей державний механізм, який перемелює людські долі заради власної потреби, а власна потреба, вона має виключно меркантильний такий сенс. Владимир, ну вот тоже одно из сообщений, что был обыск предварительный, это не первое же обыск и такие попытки привлечь к ответственности Олега Приходько. И вот 8 февраля 2019 года у него тоже происходил обыск, и было изъято украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры. Вот подобные вещи и хранение, насколько это опасно? Ну, 8 лютого це взагалі мій день народження, дата мого дня народження. І, якщо можна віднайти в цьому символіку, взагалі без питань. А наскільки це опасно, як ви кажете, це найбільша небезпека для людини, яка потрапила за грати, яку запроторили за грати. Це саме і є виключно українська символіка. Я неодноразово наголошував на тому, що людина може здійснити будь-який злочин. Виключно там, навіть те, як вони називають там терористичною діяльністю, можна там дійсно терористичний акт здійснити. І тебе ніхто не буде шукати. Знайдуть винного, і він зізнається, тобто назначать людину. А саме українська символіка – це найбільший подразник для тої влади, яка зараз існує в Криму, яка зараз там позиціонує себе як владу в Криму. Есть ли разница между официальной символикой и красно-черным флагом? Это повстанческий флаг, но он не является официальным. Ну, там мало хто розуміє, що таке насправді є червоно-чорні наші прапори. Найбільший подразник для них це синьо-жовтий прапор. Бо насправді, якщо на червоно-чорному прапорі не зазначено правий сектор або УНАУНСО,
то вони якось навіть не розуміють, до чого тут червоно-чорні прапори. Хоча ті, кому потрібно, вони розуміють, що це кольори національної, прапор національної визвольної боротьби України, розумієте? Спасибо, Владимир. С нами на связи был Владимир Балух, крымчанин, бывший политзаключенный. Уже к нам включился Искандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Здравствуйте, Искандер. Мы обсуждаем вопрос дела Олега Приходько. Сегодня Верховный суд, оккупационный Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу защиты. По сообщению от адвоката Назима Шихмамбетова было отклонены все ходатайства защиты. Было, в том числе и ходатайство об исключении некоторых документов, некоторых доказательств из-за того, что они были добыты не надлежащим образом. И на ваш взгляд, какова может быть перспектива этого дела? На самом деле это дело очень похоже и на дело Балуха, и в какой-то степени и на дело Сенцова. Поэтому понятно, что оккупационным властям нужен новый Балух, и, соответственно, я думаю, что в ближайшее время я не адвокат, и, конечно же, я не владею полной информацией, хотя мы постоянно находимся в контакте, но я думаю, что в ближайшей перспективе, конечно же, Приходько придется бороться в качестве политического заключенного. Но здесь мы должны объединить все усилия, я имею в виду все правозащитники, мы должны объединить, соответственно, должна быть соответствующая реакция официальной Украины на всех международных площадках. И в том числе, когда уже речь идет о возможном обмене или освобождении, Приходько украинский патриот. И поэтому за него нам всем нужно бороться. Уже есть сообщение о том, что прокуратура Автономной Республики Крым завела уголовное дело относительно незаконного удержания под стражей. Тем не менее, серьезность обвинений заставляет думать о том, что освободить, как вы уже предположили, для того, чтобы добиться освобождения Олега Приходько, речь может идти об обмене. И тогда возникает вопрос, имеет ли Украина сегодня подобный обменный фонд и как добиться, чтобы человек был включен в эти списки. Дело в том, что я считаю, что прокуратура Автономной Республики Крым должна четко заниматься своим направлением, и то, что заведено открыто уголовное производство в связи с преследованием Приходько, я считаю, это достаточно важная и необходимая мера, которой должна заниматься прокуратура. Другой вопрос, когда мы говорим об обменном фонде, и либо когда мы говорим о возможном, мы совсем недавно слышали заявление и российских высокопоставленных чиновников, и посла ОБСЕ в трехсторонней встрече контактной группе Сайдика о том, что планируется масштабный обмен военнопленными. Но я все-таки склоняюсь к тому, что, скорее всего, речь идет об обмене людей, непосредственно связанных с событиями на востоке Украины. И, конечно же, хотелось бы, чтобы в этом списке были наши соотечественники, которые были арестованы в Крыму и являются крымскими политическими заключенными, в том числе и Приходько. Поэтому с нашей стороны должна быть активная такая адвокационная кампания, чтобы наши соотечественники были включены в этот список. Теперь другой вопрос. Насколько ли хватит, скажем, обменного фонда у Украины? Конечно же, мы видим, что Российская Федерация не будет оставаться, скажем, на одном и том же уровне, и мы видим, что недавно обменяли одних, и начались аресты и преследования других. И, к сожалению, этот подход террористический, как террористического государства, он будет продолжаться, независимо от того, скажем, как будут проходить процессы на международном уровне. Поэтому первой причиной, конечно, всему этому является сама оккупация.
Конечно же, может быть, на сегодняшний день фонд и можно будет заполнить, но дело в том, что с каждым разом этот фонд будет все иссякать, потому что мы все-таки считаем, что Украина не занимается террористическим таким вот государственным террором, преследуя или воруя людей или из обычных. И причем, что самое страшное, что здесь обычные граждане Украины становятся жертвами и фондом для обмена со стороны Российской Федерации. Поэтому я считаю, что нам все-таки нужно целенаправленно бить в одну точку. Это точка деоккупации. И, соответственно, на всех международных площадках, в том числе и использовать правозащитный компонент для того, чтобы добиваться усиления санкций в отношении Российской Федерации. Искандер, ну вот еще один из вопросов, который возникает в рамках этого дела, это экспертизы по сообщению оккупационных прокуратуры, оккупационных следственных органов. Олегу Приходько был назначен ряд экспертиз, в том числе и амбулаторно-психиатрическая экспертиза, биологическая экспертиза, взрывотехническая. Это все экспертизы, которые должны каким-то образом связать найденную взрывчатку с Олегом Аркадьевичем, но все-таки амбулаторно-психиатрическая экспертиза или лингвистическая экспертиза, это говорит о том, что речь может идти о неких постах в Фейсбуке или неких записях. Как вы расцениваете вот такой странный набор экспертиз технических и психиатрических? Ну, в первую очередь, насколько мне известно, у него уже брали отбор отпечатков пальцев и, соответственно, на ДНК анализы там слюны и так далее. Другой вопрос, что они практически процедурно проводят подобные экспертизы в отношении всех политических заключенных. И, конечно, не будет исключением и политзаключенный, я так и буду говорить, политзаключенный, потому что мы включили в списки наши, политзаключенный Приходько. И поэтому, конечно же, нам следует ожидать, что этот процесс будет тянуться, будут проводиться различные экспертизы, в том числе и психолого-психиатрическая экспертиза, что это тоже будет оказываться некое такое давление, психологическое давление на человека, потому что здоровому человеку находиться в психиатрической лечебнице на протяжении недели или двух, это не очень простой и не имеющих отношения к медицине, это достаточно сложный процесс. И поэтому прошли, скажем, ряд политических заключенных, многие политические заключенные этот процесс, и, наверное, надо просто психологически готовиться к этому и Приходько. Ну, а с нашей стороны мы, конечно, должны сделать все, чтобы в отношении Приходько не было тортура, не было каких-либо физических воздействий, и, соответственно, чтобы Приходько все-таки заговорил весь мир. И вот я читаю сейчас вот про обвинение, подготовка, я еще раз хочу акцентировать на этом внимание, подготовка подрыва здания городской администрации города Саки. То есть при том, что это серьезное обвинение, которое может повлечь за собой осуждение на огромный срок, но есть ведь еще один момент. Подготовка подрыва, которую инкриминируют одному пенсионеру. Ожидаете ли вы, что в этом деле могут появиться и другие обвиняемые? Здесь пока тяжело сказать, и я пока не готов комментировать, но дело в том, что исходя из той практики, с которой мы столкнулись с 2014 года... Ну вот группа Сенцова, например, как это называлось? Да, как группа Сенцова, там, допустим, или группа так называемых украинских диверсантов, когда действительно начинают сводить в одну группу людей, которые, в принципе, даже и физически друг с другом никогда в жизни не виделись и даже друг с другом не знакомы. Поэтому, возможно, и стоит ожидать, что они будут раскручивать эти дела для того, чтобы показать угрозу со стороны украинских граждан для Российской Федерации. Спасибо, Искандер. С нами на связи был Искандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, председатель Комитета защиты прав крымских татар. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Наш вечер подошел к концу. Безусловно, мы будем следить за делом Олега Приходько и сообщать вам все подробности.